Приветствую вас! В эфире программа «Этнокрым». И сегодня мы присутствуем в одном из самых мистических мест. Это Фанагория, столица Великой Болгарии 7 века. Здесь сегодня место паломничества чувашей. Фанагория – столица Великой Болгарии. Сколько тайн и легенд хранят эти уникальные раскопки. В далеком 7 веке Крым был частью этого древнего болгарского государства, а столица его находилась в современном поселке под названием Сенной Темрюкского района Краснодарского края. После распада болгарского государства, вызванного набегами хазаров, образовалась Дунайская и Волжская Болгария, а также территория вокруг Фанагории. Сегодня приехали сюда представители чувашского народа со всего со всех уголков России. Мы приезжаем сюда каждый год, будем и впредь приезжать, потому что это зов наших предков. Эти места магнитом приманивают к себе потомков болгар. Ровно год назад представители чувашского народа решили увековечить такое значимое место памятной плитой. Свидетелями исторического воздвижения тогда стала и съемочная группа телерадиокомпании «Крым». И в этом году потомки протоболгар приехали не с пустыми руками. Памятный камень решили очистить от злых духов древним чувашским обрядом. В нем могли принимать участие только незамужние девушки и неженатые парни. Их миссией стало изгнание злых духов от святого. Мы сейчас это 5 сыновей Кубрата, это символический чувашский орнамент, это пламя, да, пламя, все-таки продолжение жизни, пламя. Мы хотим поставить вокруг столба и между ними протянуть цепь, чтобы они были едины. Вот наша миссия, цель нашего приезда сюда. Если мы ее выполним, счастливее нас ни одного чуваша на этой земле не будет. Эти люди преодолевают 2500 километров для того, чтобы собрать воедино прошлое, настоящее и будущее. Великая Болгария считается первым собственным государством болгар. Это народный чувашский инструмент кавагал, утка. Вот послушайте, какой звук издает. Вы сами убедитесь, на самом деле ли и так называется. Вот как звучит. Смотрите, и похоже именно на утку летящую, которая придает настроение. Даже маленький малышек взяв, учится ноткам. Даже, смотрите, разные звуки издают. Если вы так сделаете, это совсем другой. У каждого свой инструмент. Я рассказала вам о утке инструменте. Теперь Тамара Васильевна расскажет о своем инструменте. У меня инструмент, конечно, барабан. Но этот барабан, конечно, в Чувашии, конечно, самый главный барабан, мне кажется, инструмент. Парапан. Парапан, по-чувашски парапана. Ага. Без парапана свадьбы никакой не было. Праздники тоже барабан. И везде, какие обряды, какие праздники, какие песни, какие сиделки, чего-то. Барабан везде играл. Барабан. Ну, слушайте тогда. Вот, играет, конечно, очень хорошо. Но умелые по-всякому играют. Ну, я вот, например, вот такую музыку сыграла. А барабан делается из дерева. Дополню. Это кожа. А у меня вот, послушайте. Шак-шак называется. Звук такой же издает. Можно разные звуки также издавать. Обычно, конечно, во время пения не так, чтобы там каждый раз там стоять и стучать, а во время танцев это обязательно также вот играли.
На месте фанагорийских раскопок у паломников из Чувашии уже вошло в традицию исполнять этнические песнопения. Вот так девушки и юноши весной выходили на гуляния по вечерам и исполняли хороводные песни. Собирались по несколько сотен человек в десятки рядов. Ну там такие слова, когда девушки выходят на хоровод, вместе с девушкой приходит красота хоровода. А когда девушки выходят с хоровода, вместе с девушками выходит и красота. Дело в том, что когда-то мы были одним единым народом, как раз вот жили здесь, была столица Фанагория, да, Золотая Болгария или Великая Болгария. Ну, вы знаете, что хан Аспарух ушел на территорию нынешней Дунайской Болгарии. Они основали Дунайскую Болгарию. Ну, язык ославянился с течением времени. Свой болгарский или чувашский язык они называют протоболгарским языком сейчас. Другая часть болгары, серебряные болгары, они поднялись вверх по Волге во главе с Хапрагом и основали город Волжскую. Мы обязаны знать свою историю, своих предков, чем они занимались, что они производили, где они проживали. Мы были в Дагестане, мы были в Горно-Алтайском, мы были в Молдавии, у гагаузов. Вы представляете, это все наши предки. Я была в Турции. Вот эти все, мне очень интересно, чем они занимаются в то же время, что они производили, что они делали, какая у них культура. И они просто так сюда приезжают. Я изучаю историю, культуру, быт и все, языки в первую очередь, да, в первую очередь интересуют. Изначально еще в 30-е годы 20 века начались раскопки, но тогда никто не подозревал, что на этом месте находится древняя столица. Началось все с изучения курганов. Как утверждают археологи, несмотря на то, что раскопки ведутся достаточно продолжительное время, ученым удалось изучить лишь 1% Фанагории. По утверждению Павла Евдокимова, когда-то площадь столицы Великой Болгарии достигала 60 гектаров. В этой точке пересекаются две магистрали, которые ведут от портовой части города Фанагория к ее южной окраине, как и от восточных ворот вела дорога к центральной площади. К тому времени, когда мы проведем еще несколько лет исследований, мы спустимся к периоду эллинистического времени, когда здесь, на этой территории, была общественная площадь Агара, где проходила вся общественная жизнь города. Но сейчас исследуется, в частности, слои 8-9 веков нашей эры, так называемого хазарского времени. Здесь легко можно себе представить древнеболгарский боевой стан с деревянными защитными стенами и боевыми башнями, с юртами и ремесленными мастерскими, старинными облачениями и оружием, античными шатрами хана и шаманов. Здесь много веков назад жили люди, занимались различными ремеслами, торговлей, любили, верили, строили. Основным же занятием болгар времен античности, утверждают ученые, являлось кочевое скотоводство. Для наших, да и предков, и для молодого поколения, конечно, вот это начало нашей, скажем так, прошлой и новой истории, что наши дети уже будут знать о своей прошлой истории, так как Чуваши-Болгария, как и Дунайские болгары, до 7 века жили как бы одним народом. Ну, не буду перечислять там Утюгуров, там Кигуров, Нагуров, Кагуров. И вот мы начинаем сейчас год-два тщательно заниматься нашей историей болгарской. И уже есть большие продвижения в этом направлении. Паломничество потомки протоболгар проводят с 1990 года. В этом году состоялся 28-й выезд. Тут мы указали вот знак, вверху это знак Кубрата, написано Кубрата такой знак, и у нас является это оберегом. Вот везде вот такие знаки, видите, да? А внизу знак рода Дула, это правящий род был в империи гуннов и Великой Болгарии. Также этот знак нижний является нижней частью герба Чувашской республики.
Первые поездки ограничивались 1-2 днями. Это были путешествия по городам Волжской Болгарии. Постепенно география поездок, да и количество паломников стало увеличиваться. Древние раскопки Темрюкского района станицы Сенной в этом году посетило порядка 60 гостей из Чувашии. Дома паломники становятся почитаемыми людьми и получают почетное звание. Сила, которая нас вдохновляет, которая нас воодушевляет, да, и заставляет не забывать свой язык, культуру, традиции и религию. Это наши предки, это наши корни. Они питают нас. Если эти корни засохнут, мы исчезнем.